Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Итак, продолжаем. У нас четвертый урок про дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Фатима радiyallahu анха. Фатима радiyallahu анха. Все обязаны говорить радiyallahu анха. Если им не будем говорить, а кому будем говорить? Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Это благодарность от нас пророку, в первую очередь, саллаллаху алейхи вассалям, потом также благодарность тем, кто последовал за ним. И самый жадный человек, кто жалеет просто языком это сказать, как в хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, сказал. Итак, продолжаем. Мы рассказывали до 7 лет Фатима радiyallahu анха. После 7 до 10 лет, что она в жизни видела. Когда мы изучаем, рассказываем про дочери Фатима, мы рассказываем о семействе пророка, о дом пророка, где было неспослано все аяты, почти можно сказать, Коран, где это начало ислама. Оттуда мы пример берем. Там есть все для нас. Дочеря развелись, умерли некоторые дети. Итак, Аллахумма салли аля Мухаммаду ва аля али Мухаммаду вассалим. Однажды выходит Фатима из дома и слышит, что кафири мекканские готовятся на что? На засаду. Хуже, чем раньше, которое было издевательство, которое мы рассказывали, как они издевались. Словами или просто действием. А этот раз они готовятся на большое дело. То есть убивать пророка, алейхиссалату вассалам. Вот в этих годах она видит тех людей, которые готовятся убивать отца. Она, когда это услышала, побежала домой, побледнела, сразу обняла пророка, алейхиссалату вассалам. И пророк, алейхиссалату вассалам, спрашивает у нее, что случилось, дочка моя. Она говорит: отец мой, о мой отец, люди там договариваются убивать тебя, готовятся убивать тебя. И говорят так. Пророк, алейхиссалату вассалам, смотрите внимательно, что он говорит дочери. К вам тоже может проходить ваши дети такими новостями опасными, которые тревожило ее сердце. А пророка сердце, она как гора, ее не двигает ничто. Он не боится ничего. Однако он переживает за дочь и говорит: дочка моя, ты не переживай, Аллах защищает твоего отца. На этом пророк остановился? Нет, он знает, что маленькая девочка, это его не успокоит, пока он не увидит глазами. Взял ее руки и взял: давай, пошли в харам. Идет с дочкой в харам, и искренний сердце и пророк, алейхиссалату вассалам, обращается к Аллаху, делает дуа, делает спокойно намаз. Не спешит, не оглядывая, кто может меня сейчас здесь убивать. Там же они готовы для этого. Его сердце Аллаха. Аллах все видит, Аллах слышит. Он спокойно намаз делал. И эти кафири, которые готовились убивать его, все как камни стали. От хайбат. Это хайбат — уважение пророку. Когда взрослый человек, уважаемый человек, когда проходит, как люди себя ведут? Все тихо, тишина. Аллах так сделал, что дочка увидела, как они как-то испугались от чего-то. Никто ничего даже не говорит. До сих пор они словами кидали там. А этот раз спокойно молятся. Когда они наихудшие дела, когда готовились убивать. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, с ней вернулся домой. И Фатима успокоилась, что Аллах пророка защищает и не даст кафирам пойти на наихудшие дела. То есть убивать не даст. А так испытание пророк, алейхиссалату вассалам, дома, наверное, не один раз, неоднократно рассказывал, наверное, что пророки такие мучения они видят они. Чтобы за ними последовали другие тоже, чтобы они видели, каким был пророк, алейхиссалату вассалам. Она поняла это и успокоилась. Все то, что
идет беда, это испытание пророка, и Аллах возвещает его дараджа перед Аллахом. Что мы знали, как пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, да, когда вам какая-то беда идет, вы вспомните меня, говорит. Когда мы вспоминаем пророка, саллаллаху алейхи вассалам, мы видим перед глазами наилучшего человека, лучший из пророков, лучший из создания, что он увидел такие мучения даже, нам же легче становится. Нам легче становится не от того, что пророк измучился, нет, нам легче становится, мы говорим сами себе, а мы кто такой? Мы что сделали? Чтобы жаловаться Аллаху, почему нам эта беда не спаслалась. Понимаете, да? И когда мы вспоминаем пророка, мы вспоминаем его всю жизнь, от дочера, от Фатимы, начиная из Фатимы, и остальных тоже. Когда нас какая-то беда коснется, разведется ли дочера, мы сразу вспоминаем пророка. Он это увидел. У него дети вот погибли. Над детьми издевались. Тоже это видно. И над потомками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, также издевались, также притесняли. Пророк милосердный. Вот поймите вот внимательно этот момент. Аллах, когда говорит, я тебя не спасал, отправлял как милосердный всему миру. Даже наша мать милосердная, особенно для нас, даже вот в детстве. Как бы грязные вещи сын не делал в детстве, да? Писает, что угодно делает, даже мать это все убирает. Даже разве гневается она на него? Он радуется, что у него здоровье хорошее, даже во сне не дает спать, каждый день ночью будет. Мать не ругает, наоборот, ласкает его, целует, обнимает. А пророк милосердный для всего мира. Он даже вот кафири бросает мусор перед его домом, даже. Это Фатима видела как каждый день почти. Абу Лахаб и жена его, они близкие люди для пророка, родственники тем более. Мы, в общем, про Курайшитов рассказывали. А сейчас близкие, когда делают такие вещи, еще сильнее больно, даже обидно. Дядя прямой, еще они ихним сыновьям дал замуж своих двоих дочерей. Рукия, Умму Кульсум. Как это назвать? Каин это называется у нас. Сами близкие люди же они. Обе дочера пророка у них замужем, этого человека. А их отец бросает. Не взятые бросают, а отцы бросают. Но однако взятые тоже свободные не были. Они тоже плохое много чего сделали. Пророк это все убирает. А сердце всегда Фатима видит, отец благодарный. Алхамдулилля, говорит, алхамдулилля, говорит. Вот когда мы вот сравним то, что я сейчас сказал, мать, как она терпит ребенка, и пророк, как терпит свою общину, мы поймем, какое сердце было у пророка. Большое милосердие. Он всегда говорил, Аллах, прости моего народа, они не знают. Всегда, постоянно, можно сказать, большинство, если в крайней мере, вот, когда вот они вредили, может, тогда он такой дуа сделал. А так он старался. Аллах, прости, они из-за незнания делают. Так говорят. Он не жаловался, не ходил по соседям, не говорил, вот смотри, какие соседи мои, ужасные родственники. Он никому не говорит. Он жене не говорит, убери мусор, дочерям не говорит. Сам пророк берет это все, убирает туда и ничего не говорит. А дочка Фатима это все видит. Какой отец терпеливый, благодарный. Понимаете, да? Вот это мы должны в жизни сами, когда к нам очередь такой приходит, когда у нас соседи такие, мой Динаджи, помнишь? Вот мы должны это вспоминать пророка, алейхиссалату вассалам. Он раз это терпел, а кто? Награду кто хочет, он должен терпеть. Сабр это самая большая награда в раю. Итак, Фатима это увидела, все. На этом не закончился. Чуть время прошло, много времени прошло. Обе дочеря, которые было у них, у этого Абу Лахаба, у двоих сыновьях, обе домой вернулись, домой, развелись. Мать их сказала, Умму Джамиль, жена Абу Лахаб, сыновьям сказал, моя голова для вас харам. Для вас харам, пока вы не разведетесь от дочерей пророка, алейхиссалату вассалам. Харам, лицо, мое лицо как будто харам для вас. Вы не увидите меня. Мое сердце для вас харам. Мое удовольствие для вас харам. Ну, что угодно.
У арабов такое было. Моя голова для вас харам. То есть не увидите меня. Я вас не хочу видеть вас. Пока вы не разведетесь, я вас не хочу видеть. Такой смысл. Вот те люди, которые развелись, сестры или дочеря, или мать, мы можем ругать того человека, гневаться на этого человека, да? Вспомните пророка дочеря. Какой грех они совершили? Какая вина у них? Они же воспитаны дома пророка, алейхиссалам, даже в доме пророка воспитанные. За какой грех? Просто из-за религии. Из-за религии. Поэтому, когда наша сестра жалуется, дочеря жалуется, я столько делал, они не ценили это все. Мы говорим, не всегда ценится все ценное, даже пророка дочеря тоже. Это видит кто? Мы всегда возвращаемся для кому? Фатима радиаллаху. Это маленькая, младшая сестра видит, что только что сестры радовались, вышли замуж и вернулись домой печальными, сломанными сердцами. У этого дочери Фатима печальное сердце, и однако она и в этом случае понимает, жизнь жестокая. И какая она будет крепкая в своих дальнейших днях. Понимаешь? Ему холодно. Наоборот, жарко должен, когда такие вещи рассказывают. Ну, кондиционер не слушает нас. Это все для нас, Аллах, мы должны, это если мы не понимаем, не вспоминаем, это у нас, если это в мозгах нету вот этой ситуации, это жизнь пророка, у нас иман слабеет. Когда мы встречаем такие беды, мы можем такое слово сказать, как Аллах говорит, человек может одно слово сказать и попасть в ад. Даже, который внимания не обращал, но однако он попадает за это слово грех. Как мы слышим, некоторые говорят, зачем мне вот столько бед для меня, кого я хуже, что я натворил. А пророк что сделал? Что дочеря его натворили? Понимаете? Поэтому у нас сердце большое бывает. Смотри, у кого там в кармане 10 тысяч, даже у кого в кармане, вот иман как такой вещь, у кого в кармане 1 000 000 рублей, даже этот человек сегодня ущерб сделал на 2000. Как ему это больно бывает? А у кого 1 000 000 рублей, 2000 ущерб будет, там потерял ли? Разве у них одинаково будет сердце болеть? Нет, не будет. Даже, это мелочь для него. А для него это большая сумма. Вот такой вещь, когда иман сильный, эти балахи, вот это все, ты говоришь, альхамдулиллах. Зато у меня большой немат есть, за это награда есть. Он сегодня здесь, я 2000 потерял, зато Аллах там мне миллионы даст. Я за терпение. Вот иман, когда мы увеличиваем, иншаллах, потихоньку, мы идем по этой пути, Аллах пусть увеличит наш иман, пусть Аллах нас, вот эти хабари, нас нур, баракат влияет на наше сердце. Амин, 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 я раббаль аламин. На этом, иншаллах, завершим. Вот последний, вот мы же говорим, у пророка 4 дочеря были, Фатима самая младшая, Рукият, Кульсум, еще была Зайнаб. А что с ней случилось? А ее муж очень любил, говорит, ее, и она любила мужа, поэтому кто бы ни старался их развести, не получалось. Говорит. Вот один момент здесь должны понимать. А как пророк оставлял своих дочерей у кафиров? Они же кафиры. Это было в начале ислама. Потом, как пророк, алейхиссалам, откуда неспосланы аяты, что мужчины, женщины не имеют права оставаться под кафирами, конечно, пророк, алейхиссалам, не оставлял это. Но однако, смотрите, вот для них это было больно и обидно, даже когда сыновья Абу Лахаба развелись, даже. Но однако, когда сабр делаешь, терпишь. А как Аллах наградил этих дочерей? После Абу Лахаба, чем его сыновья, 1 000 000 раз лучше они вышли замуж за того, который был обещан раем, был который третий халифа Усман, радиаллаху. Пророк выдал этих дочерей по очереди, не вместе. Выдал замуж за Усмана. Время прошло, одна умерла, рахималлах. Чуть время прошло, а выдал вторую дочку, тоже пророк, алейхиссалам, за Усмана. И она тоже время много не прошло, и она умерла. Видим, пророка дочеря умирает в молодости. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, если была бы у меня еще одна свободная девочка, как сказать, я выдал и ее за него, говорит, за Усман. Он стоит человек.
хоть 10 дочерей будет, за него выдавать по очереди. Пророк не говорит: ой, опасный человек Осман, за него дочерей нельзя выдавать, один за одним умирает. Не говорит. Как некоторые говорят, это невезучий человек для нас. Не говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Он знает, аджал это идет от Аллаха. Поэтому называют Осман зин-нурайн. Осман обладатель два нура. Назвали дочеря пророка нурами. Нур первый и второй нур. Видим, да, вот это все. Дай Аллах нам терпение, дай Аллах нам иман крепко. На этом завершим. Дай Аллах нам завершить эти хабары до конца. По воле Аллаха, альхамдулиллах, что дошли до этого места. Следующий урок после 10 лет. Альхамдулиллахи раббил алямин. Ассаламу алейкум. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب